Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал и смотрите мое видео, за ваши прекрасные реакции в виде комментариев и лайков, за вашу помощь и поддержку. Земной вам поклон, мои хорошие. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто этот мужчина, кто постоянно думает о вас? И заодно, я надеюсь, песочек покажет его мысли, о чем он думает. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем, кто же он и почему он постоянно думает о вас. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. А вы знаете, что вы роковая женщина? Женщина, которую невозможно забыть. Просто невозможно. Вот были мужчины в вашей жизни, не один мужчина был. Все, с кем вы так или иначе контактировали, даже если это просто была дружба между вами, да, там, работа, общение, все равно забыть вас не могут. Здесь вспоминали, вспоминают и будут вспоминать, да, и думать о вас постоянно. Сравнивать со своими женщинами, сравнивать там с кем-то. В принципе, вспоминать вашу интонацию, ваш прекрасный ласковый голос, ваше невероятное прекрасное лицо, особенно когда вы улыбаетесь. Да, роковая женщина. И у вас еще какой-то прям зашкаливающий уровень сексуальной энергии. Я не могу сказать, что вы прям, скажем так, любите это дело, либо без этого жить не можете. Но реально от вас исходит эта энергетика. И мужиков она сводит с ума. Просто сводит с ума. Вы куда бы ни зашли, где бы вы ни появились, всегда все внимание мужиков, оно на вас. Даже вот так краем глаза все равно на вас косятся. Потому что эта энергетика, она просто накрывает этих мужиков, и ничего с собой поделать они не могут. Так, а по поводу того, что у вас личная жизнь такая непростая, а у кого-то прям совсем отсутствует в данный период времени, так это вы себе цену просто знаете. Вы обо с кем не будете. Да, вы не из той категории женщин, хромой, кривой, обымой, да, нет, это не для вас, не про вас абсолютно. Вы себе цену знаете, вы себя на всяких, там, скажем, недостойных мужчин не тратите. Вы имеете вот строго как райдер, да, вот какой мужчина вам нужен, и вы его ищете. Ищете и не успокойтесь, пока не найдете, да, либо вам комфортнее одной, чем с каким-нибудь там, например, дурачком вместе находиться. Но вы молодец, вы молодец. Очень, кстати, многие женщины завидуют вашей этой характеристике, этому качеству, умению, да, быть самостоятельной, независимой и не соглашаться на меньшее из возможного. Да, ваши подруги, особенно те, которые там давно замужем, многодетные, либо там постоянно мужиков меняют, они все вам завидуют, потому что вы сами себе предоставлены, вы живете своей жизнью, да, а с дураками вы просто не связываетесь. Нет у вас такой необходимости всегда быть с мужиком. Сильная личность, сильный вы человек. Так что с этим у вас как раз-таки все очень даже и в порядке. Так, кто же о вас постоянно думает? Здесь несколько человек, которые постоянно о вас думают. Одного мужчину вы в упор видеть и знать не хотите. Этот мужчина как-то знатно отличился в вашей жизни, прям таким грубым ботинком прошелся, можно так сказать. Вот, думает о том, как ему было с вами хорошо, и думает, как бы было бы просто чудесно и волшебно, если бы это все повторилось. Но хоть он такой и наглый, и
упоротый, все равно понимает, что вы назад не примете. Этот человек периодически наводит о вас справки, он очень много знает, кстати, о вас, о вашей жизни, где вы, с кем вы, чем занимаетесь, чем живете, очень многое знает. Но, видите, как и хочется, и колется. Тем более я вижу, что он сейчас с какой-то другой женщиной находится. Конечно, она не вы, но она ему пока удобная, да, как бы сойдет, да, сойдет, пока сойдет. Так, а по поводу еще этого мужчины, он вам периодически может сниться, и когда он вам снится, все время что-то происходит. Такой, знаете, как триггер-маячок. Вы, пожалуйста, себе там отмечайте, вот он приснился, значит, нужно быть поаккуратнее, быть начеку, значит, могут обмануть, могут какую-то неприятность вам доставить. То есть у вас в мозгу такая ассоциация родилась с этим мужчиной, то есть жди неприятности. Вот приснился, жди неприятности. Вот. А снится он вам, потому что он вас до сих пор любит вот этой своей непонятной, исковерканной, издевательской любовью. Да? У него есть такое: любить и причинять боль. Несчастливый он человек, и счастливым он никогда не станет. Его мама не научила, что такое любовь. Видно, она то ли слишком занята была, там работа, либо личная жизнь, то ли она сама по себе была очень холодной женщиной. И она его просто не научила, что такое любовь. Давать любовь, показывать любовь, как люди должны друг к другу относиться, которые любят. С одной стороны, конечно, его жаль, но с другой стороны, надо же над собой работать, да, надо же как-то меняться. Тем более я вижу, что вы тоже были к нему неравнодушны, и я думаю, с радостью готовы были ему помочь. Но то, что он такой самодур, ну, это его уже проблемы. Думай, девочки, думай достаточно часто. Может быть, вам неприятно это слышать, но что есть, то есть. Что есть, то есть. Он ушел из вашей жизни, но он вас до сих пор не отпустил. По крайней мере, он бережно хранит ваш образ в своем сердце. Что подогревает его надежду, я не знаю, я этого не вижу. Но что-то есть такое, да, вот как 99,9, что нет, но один вот этот несчастненький процентик, полупроцентик, он все-таки есть в его сердце, в его голове. Так, еще, кто о вас постоянно думает? Ну, здесь больше отыграется для девушек, женщин, кто работает, и начальник мужчина. Ваш начальник мужчина, несмотря на то, что он там весь семейный, может быть, там много раз женатый, он все равно думает о вас. Вот чем дольше вы с ним вместе работаете, да, сотрудничаете, либо вы работаете в его организации, тем больше и больше он к вам тянется. Вы для него уже как какое-то наваждение. У него по вам уже какая-то ломка начинается. Если он там выходные какие-то, либо праздничные дни, либо, не дай бог, вы там в отпуск уйдете, он аж прям как ПМСом страдает, да, начинает быть нервный, агрессивный, срывается на людей. То есть, ну, не хватает, да, не хватает вас хочется увидеть. Такое есть. Понятно, что он вам ничего предложить особо не может, тем более зная вас, видя вас, наблюдая вас, даже как-то, знаете, побаивается, стесняется предложить вам роль любовницы. Вам бояться нечего, он вас любит такой, знаете, любовью страдальческой, да, страдальческой. Вот этот страдальческий образ на себя примеряет, что, о боже, я же ее люблю, но я же с ней быть не могу, да. Вот. И это его, как, знаете, с одной стороны и будоражит очень сильно, а с другой стороны, ну, какую-то дисциплину в нем взращивает. В принципе, такие ощущения. Единственное, что я бы вам рекомендовала, если этот мужчина там будет выпивший, подвыпивший, вот близко с ним не общаться, потому что он может себя не сдержать, а вы сможете грубо ответить и, ну, сами понимаете, да, чем это все может закончиться. А пока вы держите эту дистанцию, вытянутые руки, все хорошо, все замечательно. Пусть любит, он вам больше премии будет давать, либо меньше работы загружать. Пусть так и будет. Советовать вам вступить с этим мужчиной в любовную связь я не рекомендую, потому что он все-таки, ну, как бы вам это сказать, он очень такой собственник серьезный. Вот все, что, к чему он прикоснулся, все его, понимаете, все его. Он же вам покою не даст, шагу не даст ступить, да, будет вас ревновать к каждому столбу. И ваши отношения ничем хорошим не закончатся, потому что там у него тоже собственность, и женщина в собственности, и дети в собственности, и имущество в собственности. Он никогда от этого не откажется.
Даже если нужно будет сердце вырвать из груди, он все равно не откажется. Он такой, знаете, прижимистый, и видно, ему всю жизнь далось тяжелым трудом, да, кровью и потом. Поэтому он не намерен ничего не терять, ни как раздавать, ни разбазаривать. Нет, это нет. Я не вижу никакой выгоды в любовной связи с этим человеком. Никакой перспективы, уж тем более в личном, тоже не идет. Не надо его компрометировать, не надо стараться ему понравиться, вы уже ему очень нравитесь. Просто этим пользуйтесь иногда в своих целях, в своих интересах. Так, дальше идем. Какой-то мужчина по соседству, я так понимаю. По соседству, либо по даче, либо по вашей локации, где вы проживаете. Мужчина гораздо моложе, чем вы по возрасту. Если вы прям совсем молодая девочка, то это прям маленький мальчик, скажем так. Прям молоденький, молоденький. И вы знаете, вы для этого мужчины цель. А возможно, вы его первая настоящая любовь в жизни. Вы для него цель. Не просто цель, а даже как самоцель. Он в каком-то таком, знаете, замшавелом состоянии, нечего дать. Да? Он ничем особо не владеет, у него нет, он ничем не отличается от других людей. Нет каких-то вот привлекательных в нем черт, да, чтобы можно было к вам подойти. Он это прекрасно понимает, и он над этим работает. Работает над тем, чтобы денег заработать, над тем, чтобы жизнь свою разукрасить, да, чтобы стать привлекательным для вас. Вы для него мечта, стела, звезда, стимул. Так мне идет. Иногда, когда вы домой возвращаетесь, либо на дачу едете, вы можете ощущать на себе вот чьи-то глаза. Но они не жгучие, а такие, знаете, как ласкающие. Это он на вас смотрит. Смотрит и любуется. И, кстати, с этим мужчиной здесь можно говорить про любовь не конкретно к вам, как к человеку, как к женщине, а образ. Да? Он больше любит ваш образ. Он там всякого разного напридумывал. И если бы вы смогли заглянуть в его голову, то вы бы ахнули. Там бы и крылышки увидели, и нимб над головой, и вся вы такая светитесь, переливаетесь. Ну, просто чудеса. Так, мужчина как мужчина, да, влюбился, вы его стимулируете, вот эта любовь его продвигает. Пусть так и будет. Так, и еще один человечек, о котором я должна вам сказать. Этот человечек, он то ли на машине ездит постоянно, да, вот у него работа связана с поездками, с разъездами, либо он где-то находится и периодически то приезжает, то уезжает. Да. Он на лошади вышел, на лошади, туда-сюда вот как катается, либо постоянно где-то ездит. Может, это таксист, который вас постоянно возит. Может быть, это сотрудник, с которым вы вместе вот работаете. Может, это какой-то знакомый, да, который вот именно в разъездах постоянно находится. Но вот он ездит. Чем чаще вы с ним встречаетесь, тем больше он начинает о вас думать. Его очень сильно к вам влечет. Влечет, даже не так, не влечет, а какой-то интерес зарождается. Глубокий, сильный интерес. Не только вот как вот эти все остальные, там, внешность, фигура, а душа у вас интересная. У кого-то даже отыграется, что вы родственные души, вот как друг друга нашли. Вы, кстати, к этому мужчине очень хорошо относитесь, очень тепло относитесь, положительно. Как-то быстро его приняли, и он у вас прям ассоциируется с чем-то хорошим, этот мужчина. Я не могу сказать, что прям любовь, что вам он нравится, что вы там влюбились в него. И с его стороны я это не вижу. Но я вижу между вами какую-то незримую связь, которая с каждым днем, либо с каждой встречей все крепче и крепче становится. Но видите, в чем дело? Из-за его этой разъездной, выездной работы очень мало у вас времени на то, чтобы как-то контактировать, либо просто друг друга видеть. Я так понимаю, что вы можете следить за жизнью друг друга, например, в интернете, да, если это ваш знакомый, и вы друг на друга подписаны, да, в каких-то социальных сетях. Если мы говорим там о человеке, который работает на транспорте, либо вы как-то сотрудничаете с этим человеком, то моменты, когда вот выпадает такая, да, случайность увидеться, да, вам очень приятно, хорошо, очень тепло вместе. Как-то вы друг друга понимаете, но просто вот с полуслова. Либо вы одинаковые вещи в один момент начинаете говорить. Вот есть между вами какая-то связь. И она с каждым днем, либо с каждой встречей все крепче и крепче становится. И, кстати, знаете, я вижу, что не сейчас,
Но в будущем у вас будут точки, очень серьезные точки соприкосновения, и там, девчонки, что-то будет происходить такое серьезное, что-то будет между вами решаться. Не сейчас, не в ближайшем обозримом будущем, не в ближайшие 3 месяца, чуть попозже. Что-то будет происходить. Но мужчина хоть куда, да и вы хоть куда. Да, смотрите, он будет, а как раз в венце это все вышло. Кстати, у кого-то отыграется, что это ваш суженый. Да. Ваш суженый, ряженый, просто вы его еще пока не узнаете, а он, соответственно, не узнает вас. Но связь, видите, вот она между вами все крепче, крепче становится. Она есть, она есть. Скоро прям совсем сблизитесь, прирастете друг к другу. Но должно время пройти. Пока, вот видите, дорога между вами. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.